луговой площадке, покрытой альпийскими цветами, пастушок-подросток Горец танцевал лезгинку. Он был совсем один среди своих овец и сам напевал себе ее мотив. А его песня дошла такой открытой и светлой радостью, что ничуть не нарушала счастливого торжества природы. Свой посох он воткнул в землю и носился, притопывая, изгибаясь вокруг него. То замедляя, то ускоряя ход, он точно летал над головками альпийских цветов. То вдруг, ухватывая свой кинжал, он перегибался вперед и гнался за своей воображаемой красавицей. Нельзя обнять руками горы, и невозможно поймать горную реку. Также неуловима культура народа и необъятна история страны. Меня зовут Анастасия, и я приехала в Ингушетию, чтобы понять горский характер. Неосязаемую душу этих мест я буду искать в танце. Легенда или быль, был такой человек, как назывался он Кулой Кант. И вот этот вот Кулой Кант, он отличался неимоверной силой, ловкостью. В общем, был настоящим джигитом, так скажем. Когда он танцевал с девушкой, то есть девушка, как водится у ингушей, обычно танцует, это сверхуважение этому человеку, когда девушка с гармошкой танцует на торжестве. И вот тогда, когда эта девушка, гармонистка, это вот мне рассказывали старшие, она танцевала на вытянутые руки, играла на этой гармошке, этот Кулой Кант проскользнул под гармошку, стал перед ней и также быстро ушел. Наглец. Потом я подумал сам, я сам хореограф, 4-летнего возраста танцевал, всю жизнь отдал хореографии, я думаю, я бы никогда в жизни этого не смог бы сделать. Вот прошмыгнуть вот так вот раз, под гармошку, вот так вот, подлезть в танцы, оказаться перед девушкой и также легко уйти. Даже если, сказать так, во время исполнения танца, допустим, подол черкесский коснется подола габли девушки, там наказание было чревато вплоть до физического воздействия. Единственная возможность у парня была посмотреть прямо в лицо девушки, это только лишь во время танца. Да. И ингушами эта шапка надевалась не просто так сверху, а она надевалась, как бы прикрывая правое ухо. Вот так она надевалась. Вот. И когда парень танцевал с девушкой, обычно от того, что он себя так, вы знаете, вот чувствовал себя комфортно от того, что с ней танцует, он мог вот так вот сделать одну руку на пояс, а другой рукой так вот подвинуть ее наверх. Были времена. Вот я буду учиться ингушскому танцу. Какой вы мне можете совет дать? Самый главный какой-то. Не стесняться никого, когда учишься танцевать. И второе, включать мозги. Все будет нормально. Наряду с этим, конечно же, приспущенный взгляд глаз. То есть у нее чуть-чуть повернутый взгляд к партнеру и тем же самым временем и отвернутый от партнера. Она иногда бывает так, что может прикрыть свое лицо от смущения. Или же вот так вот может прикрыть свое лицо от смущения. Здесь задает тон партнер. Он может резко переградить дорогу, таким же образом повернуться к ней лицом. В этом случае девушка поворачивается и идет в обратную сторону. Я раз переградил дорогу, так, и раз, и вот мы уже идем в обратную сторону. Вот, поворот делаем. Это же у нас очень молодой ансамбль. Я здесь с 94-го года.
И при мне, я говорю, вот это женский состав уже 4-й. Раз подрастает, я с ними танцую, да? Замуж выходят, при мне же приходят новые. С ними танцую на гастролях, туда-сюда, да? Опять эти тоже замуж выходят. У нас как бы 30 наших девочек учится большая проблема. Нежнее травы вечерами пахнут. Смолкает пчел неторопливый гул, раздав вершинам алые папахи, усталая и потная, как пахарь, с полей уходит солнце в свой аул. Роса цветы целует нежно в губы, ползет туман над лугом от воды, стихает все. Но вздрогнул древний бубен, да гармонист попробовал лады, а бубен вверх забился чаще, чаще, как будто силясь выпрыгнуть из рук. И расступились вдруг леса и чаще, и расстелились луг, поляны, пашни, лихих танцоров приглашая в круг. И раскаляя танец, словно в горне, все громче заливается гармонь, и в такт гремят тяжелые ладони, подставь к ремню и высекут огонь. Перебивая листьев, робкий лепет, начать пора, кричат перепела. И девушка, как будто белый лебедь, над травами неслышно поплыла. Попалась одна вот заметка о том, что у ингушей такой обычай, что нельзя видеть свою тещу, Да, зятя. есть такой Это обычай. сейчас? Я, например, не виделся со своей тещей. Вообще никогда? Да, до женитьбы виделся, а так после этого нет. Вот. Для чего это придумано, для чего это сделано, я вот не знаю конкретно. Может быть, для того, чтобы эту тещу больше любили. У нас обычно тещу любят. А сейчас вот, то есть у вас тоже так, молодые люди, они не могут, например, встречаться, а потом пожениться? Вот я, например, я виделся где-то 3 раза. Специально пошел туда, где она учится, посмотреть, а как вы пообщаться. выбрали тогда? Я, например, выбрал семью. Что семья хорошая, да? Семья, отец, мать, братья. Если я выбираю девушку, а не семью, получается, если она не из хорошей семьи, естественно, у нее будут всякие косяки. Я это терпеть не буду, потом всякие разборки, всякие... вы понимаете, как это происходит. Сейчас у нас поставили ваат. Ваат – это, получается, запрет, муфтият. Поставил, чтобы не крали невесту. Да? А сколько времени назад? Давно уже? Где-то 2 года. Всего 2 года? Да. А до этого крали? До этого крали. Но это не позор? Нет, конечно, водать это не считается позором. Но по шариату это запрещено. Нельзя трогать чужое.
где пространство, вот туда уже. Да, потом я могу, например, вот так вот сделать, да? И вот да, на месте, да. Раз, перекрыл я тебе. Раз, сюда. Идем. И 5, 6. А ну плечами работаем, да, руки поднимаем. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Общаешься с ним. Но при этом не смотри. Да, не смотри. На него все время вот, взгляд. Имей в виду. Раз, два, три, 4, 5, 6. Поэтому теперь добавляем такой. Вот, я принесла тут платков несколько. Покажешь мне, да? Хорошо. Мне просто, знаешь, когда на пляже или весной хочется завязать, он все время соскальзывает назад. Давай. Чтобы не соскальзывала косынка, мы одеваем вот такую резинку. Видишь, да? За то, что она мохнатая, она удерживает, да? Да. И делает объем. Я думала, это у вас там Нет, такие косы. нет. У меня очень короткие волосы. А ты уже не можешь без платка ходить, потому что ты замужем. Да, мне надо быть обязательно в головном уборе. А если бы ты и не была замужем? То без. Можешь, Это да? уже по желанию, да. Намного красивее. У тебя как-то по-другому, по-моему, Да, завязано, у меня нет? по-другому, да. Покажешь? Покажу. Сейчас, да? Давай. Давай. Вот видишь, у меня тоже резинка сзади. Да. Красиво очень. Что ценится вот в ингушском мальчике, в мужчине, что взращивается? Я сделал. Да. Туда входит и воспитанность, и гостеприимство. И, да, Все одним словом. законы гостеприимства. Вот в каждом доме есть гостевая комната. Только В бедных домах. да, Везде есть. Вот в гости кто-то придет, могут и барана зарезать. И, Если даже они не могут себе позволить вот, зарезать даже на праздник, это правда. для гостей он в обязательно. любом случае должен Какой быть. бы он гость, какой бы. Даже если он с каким-то вопросом пришел к этому человеку, он сначала должен поесть, попить, поспать, отдохнуть. Основная вот часть воспитания, она в семье. Мы не отдаем в интернат там, или куда-то в детдом, чтобы там его воспитывали, там рос. Убирают, если вдруг что-то Родственники случилось. собирают. Родственник каждый. Конечно. Тейпы, фамилии, Если дяди, нет тети. родственников, на крайний случай соседей, которые не оставят детей. Это есть ЦДЛ. Это вот тоже их часть.
Мне было 4 годика. Мой третий брат ходил в танцевальный ансамбль. И вот он дома принес черкеску погладить, а ему завтра уже танцевать на сцене. И мне эта черкеска очень сильно понравилась. Эта черкеска была белого цвета. Брат черкеску уехал на концерт. Я в садике поперерезал все игрушки, чтобы меня выгнали оттуда. Меня, конечно, выгнали. Вот такой я был стратег, еще будучи маленьким. И меня отдали в этот ансамбль. Их, как снежинки, в южной ночью кружит, горят, как звезды, южные глаза. Есть только танец, слов же здесь не нужно, чтоб о любви друг другу рассказать. А бубен все неистовей ракочет, парит над лугом, на носках джигит. Такой порыв в нем, кажется, захочет, взмахнет рукой, и танец, не закончив, навстречу ночи в небо летит.